ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 11:45. Первомайская площадь. Стартует Кросс-наций 2014. В этом году официально зарегистрировали 600 бегунов. Они приняли участие в забеге на 2 километра. Однако желающих пробежать Кросс-наций было намного больше, но номеров на всех не хватило. Номера пришли на Республику Коми. Всего 5000 номеров на всю Республику Коми. Ну, наши руководители города Ухты попросили, отстояли, там нам дали 600 номеров. Каждому городу кому-то дали по 100, кому-то по 50, а у нас было 600, и все 600 мы раздали. Кросс-наций объединяет под своими флагами людей разных возрастов. Бегут и ветераны спорта, и дети, и студенты, и профессиональные спортсмены. В финале спортивного праздника традиционный массовый забег. Участникам не надо соревноваться и показывать высокие результаты. Необходимо просто пробежать дистанцию. Не ради рекорда, но для удовольствия. Старайтесь постоянно быть в тонусе спортивной жизни. Это залог вашего будущего долголетия. Кросс-наций я принимаю второй раз участие. Все бегают, тут несложно. Разных возрастов бегают люди. Есть старые, есть молодые. Для себя, спортсмена с юности, с детства, это тоже способ еще раз проверить свои силы и еще раз пробежаться вместе с жителями нашего города и показать, что спорт в нашей республике, в нашем городе – это большое мероприятие и большое такое событие. Основная идея кросса-наций на протяжении многих лет остается неизменной. Это привлечение к занятиям физкультурой широкого круга граждан и пропаганда здорового образа жизни. К тому же, это отличный способ весело и с пользой провести выходной на свежем воздухе в компании семьи и друзей.